Ну и момент, да, такой. Все, спасибо. Ты подивись мне. Пишем дальше? Да? Так, на чем мы остановились? Напомни, пожалуйста, тут человек меня сбил Я забыла. своим ФСБ. Ну, война, конечно, меняет людей, так что тут обижаться не на что. Поэтому я и особо не огорчаюсь. Так, как на них выходили? Где Да. размещала объявление? На самом деле я просто разместила объявление в социальной сети, очень многие люди отреагировали на это, и я была приятно удивлена, что пришло так много человек, потому что когда ты проводишь что-то в первый раз, и ты не привлекаешь своих каких-то друзей, знакомых, ты не знаешь, на самом деле думаю, что это понятное волнение, сколько людей к тебе придет ли к тебе вообще кто-то, и в какой аудитории ты будешь работать. И вы, в принципе, были довольны. Первый блин не оказался комом, да? Первый блин получился очень хороший, удачен. Я была очень довольна, потому что очень много средств массовой информации осветили это мероприятие, очень много было публикаций, меня приглашали на прямые эфиры, я поняла, что это получило отклик в обществе, было приятно. Средства массовой информации, откуда они узнали? Тоже из ваших объявлений, либо вы сами активно выходили? Нет, я абсолютно никаким образом не анонсировала именно для СМИ, я не отправляла никакие пресс-анонсы или какие-то другие вещи. Я просто разместила у себя на странице объявление, возможно, еще библиотека размещала, в которой проводилась, но я таким-то образом стала очень известным, и очень многие люди на это обратили внимание, делали анонсы на официальных сайтах, на официальных новостных сайтах. Замечательно. Как это происходило? Ну вот собрались эти люди. Где они собрались, во-первых? В библиотеке организовывали все в читальном зале. А библиотека, она... Городская библиотека, которая пошла навстречу такому мероприятию и согласилась. Вы просто с улицы пришли, без всяких писем от Викимедиа Украина? Ну, я не могу сказать, что человек с улицы, потому что я активно участвую в творческой жизни, у меня есть определенное направление деятельности. Они вас знали? Ну да, как бы меня многие знают, то есть это не проблема на самом деле. И, в принципе, у нас многие идут навстречу, если ты что-то хочешь провести, тебе идут навстречу, да, что если это для развития, да, какого-то направления или еще для чего-то. А для библиотеки чем это выгодно было? Не знаю, думаю, Для чем. руководства библиотеки, для Они библиотекарей? тоже получали знания, потому что я никаким образом не ограничивала, вход был свободный, вход был бесплатный, и все могли прийти, поучиться, и были люди из библиотеки, несколько человек, которые тоже учились, писали статьи, тем более, что мне пришли навстречу, увеличили еще немножко время проведения мероприятия. У нас получилось таким образом, что люди не приходили вот целенаправленно с 10 до 3 часов, люди приходили по очереди, когда у кого получалось, потому что это был рабочий день. То есть это не был конкурс, да? Не был марафон в таком понимании? Это не было соревнований, это была просто коллективная, совместная, интересная работа для всех. То есть какой-то практикум, семинар, практикум, да. Так Мастер-класс. лучше, да. Вы ходили от машины к машине и показывали, рассказывали, да, или как? Сначала была сначала был устный рассказ, что нужно, основы какие-то объясняла. Затем уже, конечно, с каждым человеком, с каждым конкретным человеком работала. Какие затруднения встречались у неофитов? Затруднения, я, честно говоря, не могу сказать, что были какие-то прям у нас сложности. Единственное, что хотелось как можно больше... Не спрашивали, например, что писать? Люди пришли уже с конкретной темой. Это было задание? Нет, это не было задание, но я советовала, если человек приходит, понимаете, у нас время ограничено. То есть мы не можем там неделю заниматься этим или больше. Мы хотим за один день написать готовую статью, да. Потом, конечно же, я могу уже доработать ее каким-то образом в онлайн плане, но мы хотим за один день, чтобы был хоть какой-то результат, хотя бы заготовка, да, которую не То есть удаляют. тему они Большинство людей, да. Я советовала в социальных сетях, когда накануне этого мероприятия я просто делала анонс и говорила, что лучше, если вы подберете тему. Потому что для выбора хорошей темы, я думаю, что вы, википедист, вы должны знать, что необходимо сесть подумать. И это намного лучше сделать дома, чем это делать при большом количестве людей, когда ты не знаешь, с чего начать. А тема была как-нибудь ограничена? Я советовала людям писать то, что им хочется, во-первых. А во-вторых, если это будет что-то, что относится к городу, вообще будет хорошо.
Мгм. Мгм. И большинство людей как раз и хотели написать про, либо это была биография человека, который имеет отношение к области, либо это были разные памятники архитектуры, достопримечательности какие-то, которые человека интересовали. Потому что я за то, чтобы человек занимался тем, что ему нравится. А в какое время вы приглашали их? Это, если Час? я не ошибаюсь, это был понедельник, Мгм. возможно, я путаю, или пятница. Это с 10 часов То есть до... рабочий день? Да, рабочий день с Мгм. 10 часов до 15, но мы попросили, чтобы до 17 часов продолжалось это мероприятие. Понятно. И кто пришел? Пришло очень много женщин, и я думаю, что это хороший показатель того, потому что очень часто говорят на разных конференциях и прочих мероприятиях, что в основном редакторы мужчины, но на самом деле мой марафон это полностью опровергает. Мгм. Потому что у нас пришло много женщин, были и мужчины, но в основном это были женщины, которые написали, сделали первую статью. Это были люди, которые занимаются культурой, как я говорила, которые занимаются образованием, которые хотят узнать для себя что-то новое. Мгм. Мгм. И в конце, скажем так, вот вы сказали, 12 статей было Да. написано. 12 12 авторами, да. авторами, да? Кажется, у одного автора было 2 статьи. Но я считаю, что как бы 12 новых статей, именно, Мгм. да, 12 авторов. Мгм. Там не было кооперации, чтобы два человека писали одну статью. В некоторых моментах были люди, которые просто, знаете, как прийти с подружкой, на это я так Мгм. называю, которые по каким-то причинам не хотят сами создавать, но они сидят, слушают, возможно, чем-то помогают. Я считаю, что для написания первой статьи это не зазорно на самом деле, если у человека есть желание, потому что на самом деле очень тяжело писать именно первую статью, если ты не имеешь Да, опыта есть такой ведения своего барьер. блога, например, Мгм. да, Мгм. или ты человек старшего поколения, который активно не пользовался во время работы или во время учебы именно компьютерными технологиями. Мгм. Это все осваивать сложнее. Ага. Вначале вы регистрировали их как отдельных. Мы регистрировались, Мгм. да, мы регистрировались как, ну, собственно, каждый заводил свой аккаунт. Это было тоже достаточно в некоторых моментах тяжело, потому что некоторым людям регистрировалась электронная почта вначале. Ну и вы знаете некоторые ограничения, которые есть, когда ты одновременно Да. пытаешься зарегистрировать. В С общем, одного с этим мы IP, немножко да? наигрались, но у Мгм. нас все получилось, Мгм. мы нашли выход, с мобильных телефонов регистрировались. Это не была проблема, всех зарегистрировали, всем подобрали красивые ники и начали работать. Понятно. Ну что ж, огромное спасибо за то, что ты так подробно и хорошо рассказала нашим участникам о своем очень удачном опыте. Я думаю, что наши викимедисты возьмут на вооружение твой опыт, и наш раздел Википедии, и вообще Википедия обогатится новыми знаниями. Благодаря тебе. Спасибо. Спасибо вам Дякую. большое. Но я думаю, что главный результат, если можно так сказать, то, что ни одна статья не была удалена. Это показатель того, Ой, это прошло страшно. Страшно, в 30 сне не снилось. мы писали статьи 30 января, сейчас уже у нас конец августа, да, практически. И было здорово, что ни одна статья не была удалена до этого времени. То есть, да, там есть определенные нюансы, которые нужно дорабатывать. Я считаю, что это, опять же, не зазорно, потому что это первая статья. Конечно. Да, для многих вообще первая когда-либо написанная статья, не то, что для Википедии вообще. И результат то, что их не удалили, это хорошо. Еще один такой вопрос тогда, раз уж пошел разговор о последствиях, да? Вот эти 12 человек, они впоследствии вернулись? Что-то? Знаете, я как бы не могу сказать, что я их хорошо знаю. Это практически все незнакомые мне люди. Либо слежу, потому что для этого мне необходимо будет мониторить аккаунты, да, сколько статей написал в Википедии. Ну, вклад участника користувача. Всё. Да, как бы я этим не занималась. Моей целью было то, чтобы каждый, кто пришел и кто зарегистрировался, чтобы мы совместными усилиями сделали статью. Знаю, что несколько людей, но они зарегистрировались раньше, до марафона. Есть такая девочка, которая и дальше продолжает делать, ну не могу сказать, что статьи, она делает правки, скорее всего. Мгм. То есть она работает, Улучшает. она работала до того, как пришла на Вики-марафон с этими статьями. Она узнала кое-что для себя интересное, мы некоторые моменты с ней обсуждали. И она какие-то новые моменты, факты узнала из моей лекции и теперь уже их воплощает в жизнь. Понятно. Повторять будешь?
Я не знаю, посмотрим, если будет желание. Возможно, если появится какой-то доброволец, волонтер в этом году, возможно, как бы этот человек, да, проведет. Если никто не заявит желание, возможно, я повторю этот опыт. Ну и последний вопрос. Викимедиа Украина, кроме написания письма или моральной поддержки, что-то делала? Относительно какого письма вы спрашиваете? Извини, я перепутал это с другим интервью. Мгм. То есть библиотеку ты без письма, Это мои самостоятельные поиски. И ты не просила Викимедиа Украина содействия, это получается, да? Мне прислали брошюры. Это, в принципе, все волонтеры могли рассчитывать на то, что они будут брошюры, потому что одно дело, когда ты говоришь что-то, другое дело, когда у участника остается бумага, по которой он может что-то повторить, да? У нас был кофе-брейк организованный, за это огромное спасибо. И это приятно, как ты можешь оторваться от написания статьи, попить чай, кофе, да? То есть с этим проблем не было. Немножко расслабляет, конечно, же, да. атмосфера. То есть такое материальное обеспечение в этом именно плане было. Понятно. Ну все. Все, спасибо вам Спасибо. за беседу.